Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события среды. Рамзан Кадыров провел совещание по социально-экономическому развитию горных территорий и поддержке бизнеса. Конечно, мероприятие Ключевые вопросы и решения в нашем выпуске. Возвращенная красота. Выставка призвана сохранить память о бесценном художественном наследии. В Национальной библиотеке показали утраченные картины чеченских классиков. Его путь – это фундамент созидания. Такие мероприятия, как мы провели сегодня, считаю, что они очень важны для нашего подрастающего поколения. В Шатойском районе прошел вечер памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров провел совещание, посвященное развитию горных территорий республики и предпринимательства. Участники обсудили промежуточные итоги реализации намеченных планов, результаты инвестиционной и социальной работы, а также дальнейшие задачи. Каких результатов удалось достичь в сюжете Рамзана Абуева? 79 инвестпроектов почти на 22 миллиарда реализуются в горных муниципалитетах. Еще 7 миллиардов 100 миллионов направлено по госпрограммам на строительство и ремонт 44 социальных объектов. В перечне школы, детские сады, спортзалы, медпункты. Развитие горных районов и поддержку малого и среднего предпринимательства обсуждают на совещании под председательством Рамзана Кадырова. Сегодня у нас на повестке обсуждения плана мероприятий, посвященных году горных районов, развитию малого и среднего предпринимательства. Мы закончили первое полугодие, и я уверен, что до конца года мы увеличим темпы и обороты в этом направлении. В своем докладе председатель правительства отметил, что комплексный план развития горных территорий и поддержки бизнеса включает 349 мероприятий. Одно из ключевых направлений – помощь малообеспеченным семьям. С жителями Высокогорья заключены социальные контракты на сумму 166 миллионов. Благодаря этой поддержке более 900 семей смогут открыть свое дело в сфере торговли или сельского хозяйства, пройти лечение и улучшить условия жизни. Уважаемый Рамзан Ахматович, во исполнении вашего указа об объявлении 2026 года Годом горных районов, развития малого и среднего предпринимательства утвержден и реализуется комплексный план мероприятий, направленных на ускоренное развитие горных районов и системную поддержку малого и среднего предпринимательства. Работа по реализации комплексного плана ведется по двум ключевым направлениям. По первому направлению – развитие горных районов. Планом предусмотрена реализация 228 мероприятий. По итогам 7 месяцев 2026 года завершено строительство 16 объектов на общую сумму 920 миллионов рублей. Сроки завершения работ по основным объектам в соответствии с графиками конец 2026 года. На территории горных районов реализуется 79 инвестиционных проектов на общую сумму 21 миллиард 960 миллионов рублей. В сфере электроэнергетики, туризма, торговли и животноводства. Из них 16 проектов с объемом инвестиций 250 миллионов рублей уже реализовано. Всего реализацию инвестиционных проектов на территории горных районов за 7 месяцев текущего года вложено 3,8 миллиарда рублей. В целях финансовой поддержки малообеспеченных граждан Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской Республики жителями горных районов заключено 968 социальных контрактов на общую сумму 166 миллионов рублей. В рамках популяризации горных районов также проведены масштабные культурно-массовые мероприятия, в которых приняло участие более 10 тысяч человек, включая представителей официальных делегаций и гостей из субъектов Российской Федерации. Уважаемый Рамзан Ахматович, как известно, весной текущего года горные районы столкнулись с серьезным вызовом, связанным с чрезвычайной ситуацией федерального характера. В связи с этим мы скорректировали работу оргкомитета, направив усилия на синхронизацию плана мероприятий, посвященных Году горных районов, развитию малого и среднего предпринимательства, с задачами по ликвидации последствий стихии и комплексным планом действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению поврежденных объектов.
Именно в этих обстоятельствах мы особенно ощутили значимость вашего решения объявить этот год годом горных районов. Ваше поручение о строительстве 145 новых домов для пострадавших жителей – это дополнительный весомый вклад в непростых условиях ликвидации последствий стихии. Наиболее пострадавшие жители горных районов в рекордно короткие сроки получили новое комфортное жилье. На ликвидацию последствий стихии из федерального бюджета уже выделено 5 миллиардов рублей. Все пострадавшие объекты социальной сферы, благоустройства и инженерной инфраструктуры, а также поврежденное жилье будут восстановлены. Работа по доведению средств на эти цели из федерального бюджета продолжается. Бизнес планирует реализовать в республике 108 инвестиционных проектов на общую сумму 24 миллиарда 570 миллионов. На сегодняшний день 25 проектов на 733 миллиона уже успешно реализованы. До конца года планируется завершить еще 78 проектов стоимостью 20 миллиардов 206 миллионов. Планом предусмотрено 121 мероприятие. За 7 месяцев 2026 года на меры поддержки предпринимательства, субсидии, гранты, льготные кредиты и займы направлено 646 миллионов рублей. Всего в текущем году на эти цели предусмотрено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Уважаемый Рамзан Ахматович, реализация плана осуществляется в установленном порядке и в соответствии с обозначенными сроками. Исполнение мероприятий и ход работы находится на постоянном контроле. Уважаемый Рамзан Ахматович, за последние 2 года в Чеченской Республике реализовано 336 инвестиционных проектов на общую сумму 43,6 миллиарда рублей. Создано и легализовано 38 тысяч рабочих мест. Это за последние 2 года, Рамзан Ахматович. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10 тысяч. Собственные доходы республики выросли на 17,5 миллиардов рублей и составило 45 миллиардов рублей. Значительную долю в общей сумме поступлений в последние годы занимают платежи по упрощенной системе налогообложения, обычные налоги, рабочие места, которые мы создали, и их надо наращивать. Более 6 миллиардов рублей мы получили чисто по направлению упрощенной системы налогообложения. В рамках объявленного вами года горных районов развития малого и среднего предпринимательства особенно важным является стимулирование и всесторонняя поддержка бизнеса. В связи с этим прошу дать поручение всем контрольно-надзорным органам снизить административную нагрузку на малое и среднее предпринимательство и оказывать максимальное содействие ведению бизнеса. Магомед Даудов подчеркнул своевременность и стратегическую важность решения главы объявить год горных районов развития малого и среднего предпринимательства. Этот шаг дал мощный импульс экономическому росту и уже доказывает свою эффективность на практике. Именно для развития горных районов, кушать для чрезвычайной ситуации, хилчултиха духу объект, поручение сразу для хусмаш юах наган сразу тем ваш дочь, федеральной поддержки даже, хесавиш, нирш, тайш, школш, моссума дел риетамиш, вая учебный год адулдали для по линии мин образования дуай, основной белш дин дордуай. Такой якки диана, яхил диан автодорожной инфраструктуры редукциона поручение сразу из его восстановить новое диан. Вая бюджет формировать чайнаха, вай маха ал республиках по всей России диан за счет налогов сформировать еще диан бюджет. Если у нас 2 года назад диан собственные доходы были 26 миллиардов, то у нас уже 45 миллиардов вой доходчивый. И за счет чего и не войс? Вой 38 тысяч диана, Бог бешвол, так легализовать иновой. 10 тысяч диан, дополнительно диан, именно диан по линии бизнеса, малого и среднего предпринимательства диан, было меткшиновый диан. В этом плане Рамзан Ахматович, если мы приняли бюджет 2024 года с дефицитом 16,8 миллиардов, то мы бюджет 2026 года приняли с дефицитом 6,8 миллиардов.
То есть на 10 миллиардов диона дефицит бюджета снизить иного. Каждый шарах дион 10% дотации такие черпай из-за того, что школу, садик, население дион, зарплата, индексация, что их есть, то в этом году хал хадис рядом замаш, дигдол штедас и 10% ухриол штедас. Вайдем дал поручение, истях бог бешду дал младион мосу глава истях кахюк шудион, кан масана дерес хлилдион. Шаш долч метях شيء ويدل الحمد لله دل خاصن بوديون ويخز إز إما بيرك دولش كيبر دا حاجوش بلوس ناخنا بلغ متكش تارك ديون مال средний предприниматель сулилюч учреждение бизнес предприятие башхуляц и чуе нег ширай оня и белغ меткинек диона ودريجية ثانية ديونا أشوا تيلج رمزان أخواتي حلقة يحكي يشودوش وإستيعبوه بعديز بلوس ويبل предприниматель, малый средний бизнес дион, уж мелла ларбеш. Так, вой дуку шумага надзорный орган шуе, очвах берге представитель серхал болуш бош будет. И так эво она хацакия нис яцери альцун и дак олитен. Цун дион шиер ез налог дион лучше из социчул на оборот дион вой грамза амаз да на богушту и бахаду из дион. Цун эскиет я башхул яц администрация дак диешлер, министерство дак диешлер, правительство дак диешлер. Цун хажул хахука дион хад ниста диезах эдел бармс дион. Хад ах нистич дион хо пач халкана пейд бу из дион. Хун хана пейд бу ал вой nis вобиез из дион. إشتاز دي عرم زا أماش ديان تقعيوك شدو تخو الله ديال رئيس خليل عن تخا دريجية تخا بوح بر تخا هم نيس دلر تخا مسكوا داشتون تحن يومن اتكاز دورش ديانا تخا ملخ تدحد الوبروس ريشات در ديانا وقر على دال دي أول دال غاز وتقو بلدل وشي بيرك تنيق بيرك دو ديان حال والغلري حاتيك افترت تخلر باندوش تخا نيسالو دال ملاعات ايه كنيل بروتشينيش دريجية ديان سحاشي كويوش شخوچو شيريو سوداع ديانا حريز وش كيبر هون على يحكي يشخن دولش كيبر وش تقاي وخيو ديريس لي. В ходе заседания Рамзан Кадыров объявил об открытии специальной горячей линии для защиты прав предпринимателей. Новый канал связи по номеру телефона 8 967 225 95 и 95 позволит оперативно принимать жалобы бизнесменов, столкнувшихся с административным давлением, и своевременно реагировать на них. Инициатива направлена на то, чтобы сделать ведение своего дела максимально комфортным. بدور بس وقعد دون دادولش هنا من درو دست على ما دون شيخ دعم دست دون وين سبيشالنا دون وين بالبرنامج بيزنس دون دون سبيشالنا دون غير شيرين يا دون номер телефона дast дон 8 967 225 95 95 дон هون قاعد بابا ناخر وش شيء وقت دوتشين شيء نقول يا الحيط اللي نقول يشبه على هون قاعد بابا ناخر بودان وين بوضع باي مترو دون أمير جيسرون دون تصور صعدون صام كيسيش عشان يسند بوشعلا دون وين ريسبوليا حال دون قيش ريون شخصن دون حال دون دويدو شالون ويدون بنزين ديفيسيت صار ويدون خلال دون رياتوش الميش ديسيات يدرسون خلال حل دون دانيسيش استعباد بيش دون دالو ديدخيسون ملحوت تقدون هوت تينو تيوشان دون Руководитель администрации главы правительства Галыс Таймасханов рассказал о том, как реализуются мероприятия в честь 75-летия со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Всего в рамках юбилейной даты запланировано 750 памятных событий, из которых около 300 уже успешно проведены. Еще 96 мероприятий намечены непосредственно на 23 августа. Органами исполнительной власти и местного самоуправления так ущешных граждан шкивой представительств, что дополнительные есть мероприятия, так угоркетных суалу штекудара, а решение принятия с 22 по 24 августа в городе Грозном у нас запланировано проведение международной конференции, посвященной столетию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Королевством Саудовской Аравии и приуроченной к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазу Тхобалдвальцен.
Для участия в международной конференции приглашены 56 организаций и гостей из 26 государств, среди которых также представители федеральных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, дипломатического корпуса, международных организаций научного и религиозного сообщества. Таган уже чварт шайлама шаш участие принятийлер ал токуйл международной организации шуш билгалюла. وهو ما دون شاء دون أتنسي مود بيسخاء شو دا دون خوب شو دون شيء طوابيز دا دون هو دون ولا بلاد يشخص هو ما دون شيء قد يبقى بعض دون سوغ دون هو اللي بابي برتيح دون دون زين تيتون هذا شو تند مصر دون وي خليش لملا بلاد يشخص В горных районах также проходят научно-образовательные мероприятия. Специалисты ведут мониторинг ландшафтных зон, изучают местную флору и проводят другие изыскания. Так, недавно ученые обследовали Галанчожское озеро, где измерили глубину дна и взяли пробы воды для лабораторного анализа. Все проекты реализуются строго по графику. Разрешение повысить качество жизни в горных районах, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в местные бюджеты, ускорить развитие инфраструктуры и простимулирует экономический рост. Амзан Абуев, Лисхан Кацулов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Заместитель председателя правительства региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел совещание с заместителями и руководителями республиканских средств массовой информации. Обсудили подготовку международной конференции, которая состоится в августе текущего года в Грозном, посвященной столетию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Королевством Саудовской Аравии и приуроченной к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Отдельное внимание уделили техническому оснащению, оформлению площадок, информационному сопровождению и работе СМИ, а также организационным вопросам, связанным с пребыванием и сопровождением гостей. Для участия в конференции в столице ожидается прибытие более 100 гостей, представителей из почти 20 стран. Увидеть историю чеченского изобразительного искусства через работы художников XX века теперь можно в Национальной библиотеке. Здесь представили особую экспозицию, объединившую произведения, многие из которых были утрачены. Как удалось восстановить связь с художественным наследием прошлого, расскажет Турпали Тайсумов. Необычная выставка под названием «Гоузален Нек» раскрывает творчество легендарных чеченских художников XX века. Картины, представленные в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова, это репродукции утраченных полотен основоположников нашего изобразительного искусства. Почетные гости пришли, чтобы воочию взглянуть на эти экземпляры. Самое главное, что эти картины объединяют людей. Мы пришли посмотреть на творчество людей, которые сегодня нет живых. Более того, вот эти картины, которые мы сегодня видим, они утрачены, их нету. Это восстановленные репродукции с помощью современных технологий. То есть это печать на холсте. Как мне уже сказали наши уже мэтры Союза художников, передача очень точная. И этот проект мы начали для того, чтобы воссоздать, создать каталог утраченных работ, потому что у нас даже один художник, Шамиль Шамурзаев, он потерял более 600 картин во время войны. Вы знаете, какая трагедия для, скажем, как творческого сообщества потерять таких картин. Соответственно, задача создать каталог. То есть мы сегодня начинаем, стартует этот проект. И я думаю, что с помощью и главы республики, и всех наших государственных служб и творческой интеллигенции мы сможем создать такой замечательный каталог. Выставка стала возможной при совместной работе Союза художников, а также Министерства культуры Чеченской Республики. Заместитель руководителя администрации главы и правительства субъекта Салман Гадуев зачитал приветственный адрес Галаса Таймасханова. В нем были переданы слова благодарности в адрес всех причастных к трогательному показу. Приветствую вас на открытии выставки репродукций утраченных шедевров, созданных выдающимися мастерами чеченского изобразительного искусства, приуроченной 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.
Ахмад Хаджи придавал большое значение культуре, как ключевому фактору формирования национальной идентичности и самосознания. И его идеи продолжают жить и успешно развиваться благодаря усилиям главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который продолжает дело своего отца, бережно сохраняя и приумножая культурное наследие чеченского народа. Сегодня мы собрались, чтобы выразить уважение нашим талантливым мастерам и отдать дань их богатому творчеству, являющемуся важной частью культурного облика Чеченской Республики. Репродукция, представленная на экспозиции, позволяет нам прикоснуться к утраченным произведениям, которые, хотя и не существуют физически, но продолжают жить в исторической памяти и сознании народа. Выражаю надежду, что представленные работы станут источником вдохновения для всех присутствующих. Пусть эта выставка оставит в ваших сердцах теплые воспоминания и вдохновит на дальнейшее изучение и осмысление богатого культурного наследия нашего народа. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Тудаев назвал выставку большим шагом в сохранении исторической достоверности и ценности. В текущем году, как здесь было отмечено, мы отмечаем 75-летие. Юбилей нашего первого президента, Героя России, выдающегося политического, религиозного деятеля современности Ахмад Хаджи Кадырова. В честь данного юбилея в регионе проводятся сотни мероприятий, тысячи мероприятий. В регионах страны, за рубежом проводятся. Сегодня во всем мире говорят и вспоминают о нашем первом президенте, Герое России Ахмад Хаджи Кадырове. Это для нас большая честь и гордость. Сегодня в очередной раз, на очередном мероприятии, посвященном данному юбилею, мы сегодня собрались на этой выставке. Она не только про изобразительное искусство. Выставка, она преследует такую актуальную задачу, как сохранение нашей исторической правды, сохранение нашего культурного изобразительного искусства, преемственность поколения. Выставка, она имеет большое значение для нашей республики, поскольку сегодня здесь, в этой экспозиции, представлены реконструкции произведений, которые были утрачены в годы военных действий. Но благодаря профессионализму, благодаря патриотизму наших художников сегодняшних, благодаря их правильной, четкой гражданской позиции, сегодня мы можем наблюдать вот эти экспозиции, которые воссозданы по фотографиям, по картинкам, по архивным материалам, как рассказывал Исмаил Мирханов. Это имеет большое, колоссальное значение для нашего общества. Я хочу поблагодарить художников, которые работали над этой экспозицией. Хочу поблагодарить руководство Министерства культуры в лице нашего брата Исы Ибрагим, поблагодарить Союз художников в лице Исмаила Динильханова, поблагодарить библиотеку, нашу национальную библиотеку, в лице руководителя соцсети, всех причастных, всех художников, которые трудились над воспроизведением вот этих вот конструкций. Гости осмотрели представленные картины. Директор Национальной библиотеки Сацита Исраилова рассказала в подробностях, как создавали картины на полотне с нуля. Ведь оригинальные работы, к сожалению, были утрачены. Она нарисовала свой автопортрет. Это полностью тоже Шаша Еланцова. Она была профессиональная художница, закончила Тбилисскую академию. Какие годы? Это вот они, 90-е годы. По словам художников, это тот случай, когда самые ценные образцы прошедшего столетия находятся здесь, и каждый может взглянуть и сделать фото. Хыз, бол кудумахашин, клад юар, клад ни золото, ни серебро, ни бриллианты, хызны юар. Сонда таган хар бол иншанна, дерис хла уж, веш махул с художник шбиш, тхай махул хан одогартер тхо. Представленные картины являются частью художественного достояния нашего региона. Выставка посвящена 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Каждая из этих работ раскрывает историческую, культурную и духовную ценность. Выставка призвана сохранить память о бесценном художественном наследии и познакомить общественность с шедеврами чеченской живописи прошлых лет. Турпал Лолита Исумов и Сайтимин Мусаев. Вести. Чеченская Республика.
То, что сегодня чеченские спортсмены собирают медали на мировых турнирах, закладывалось в самые тяжелые годы. Первый президент республики лично создавал условия для тренировок, когда в регионе не было целых зданий. Начало нулевых, война, разруха и, кажется, не до спорта. Но именно тогда в Гудермесе открылся зал, который стал колыбелью чемпионов. Распоряжения Ахмата Хаджи вернули людям веру в победу не на поле, а на ринге и на татами. Как это начиналось в нашем следующем сюжете. Спорт в нашем регионе – это одно из самых успешных направлений. За годы развития воспитано не одно поколение олимпийских чемпионов, победителей мировых турниров. А началось все с открытия легендарного спортивного комплекса в Гудермесе. Первый президент Чеченской республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, личным распоряжением создавал условия для спортсменов тех лет, чтобы они начали приносить в копилку золотые медали, поднимая дух людей, при этом при неспокойной в начале нулевых обстановке. Все должны равняться на вас, все должны смотреть на вас, и вы должны быть примером. Вы должны быть примером всем, не только здесь, вы должны быть примером всем, везде, где бы вы ни находились, вы должны знать, откуда вы вышли и на каком языке вы говорите. Я вас от всей души поздравляю. А ведь в этом зале проходили не только соревнования, но также встречи федераций различных видов спорта, а также целые совещания, поскольку в начале 2000-х после военных кампаний практически не было неповрежденного здания. Однако возрождение пошло быстро, спорт высших достижений стал доброй традицией. С тех пор прошло немало лет. И теперь на территории комплекса все самое новое и совершенное для тех, кто хочет посвятить свою жизнь спорту или же просто вести здоровый образ жизни. Сегодня здесь проходят тренировки у любителей бокса. Амар Абдулвадудов работает здесь уже очень много лет. Он вспоминает, как Ахмат Хаджи Кадыров сделал возможным проводить в зале спортивные занятия и растить новое поколение чемпионов. В 2000-х годах, когда закончились две военные кампании, значит, стал вопрос, естественно, о возрождении чеченского спорта, как и других сфер нашей общественной жизни. И в этом зале, значит, скажем, в 2003 году, это было 3-6 апреля, сюда, в этот зал, Ахмат Хаджи, мы как раз на входе встречались с ним, разговаривали, начал восстановление этого зала. Этот зал был занят федералами. Тогда здесь на крышах были пулеметы, колючая проволока, сюда невозможно было подойти. Ахмат Хаджи это дело все убрал, и, значит, вот представьте, в апреле месяце мы начали ремонт в этом зале. Уже 9 мая 2003 года здесь было торжественное открытие этого зала. Благодаря вот этому росту, восстановлению этого нашего национального спорта, мы сегодня можем принимать очень крупные международные спортивные состязания. Нам приезжают со всего мира. Мы проводим и чемпионаты страны, чемпионаты первенства Европы. Мы проводили международные большие турниры. И сделана действительно очень большая работа. Нам, тренерам, спортсменам, остается только благодарить этого человека, вспоминать его с теплотой. Мы своими достижениями, своими медалями хотим отблагодарить семью Кадыровых, скажем, за то достижение, за то прекрасное настоящее, в котором мы живем. Шахид Бисултанов и Мансур Идалов занимаются боксом на профессиональном уровне. У обоих есть победы на крупных турнирах. Сегодня они трудятся в других сферах, однако о спорте не забывают. Чемпион загалах, дой так обязательно халуез вабош, дой тренер шидует, чемпион загалах так обязательно халуез вабош. مش وقي عقلتك هنزي هربي أخي تعدق ودم زويت صعب بوكس. سو حلقة إما ما للوسط عن هين عدا إما ما لبيتس ويست بعد كم أسياق. نو سيجدا إس بوكس هزغي ترسم بوكس هزغي ترسم نو تحت بوكس عن تايسن هزغي نو سون ستيل مخامد اللي هو يتسنك ديك هي تبغى دقيقة. لا هين شيستا يسني ولا ديسبلين شعدي تنشيستا بوكس يا شوكس ريزو عن زي ده عامو شوكس بوكس بوكس. لا أسلوبيش قاعد حلقة بعد قاعد أسلوبيش ياتر. هينزا مصو لبوش يرك وقتي ميت وقتي شو غزال يوم مصو ما دولش تقوي. В
Вспоминая о становлении спорта, легендарный чеченский каратист, мастер международного класса Лечи Курбанов отметил, что Ахмат Хаджи Кадыров помогал спортсменам из разных направлений. Его целью было, чтобы они привозили домой победы. Сам Лечи в 2002 году стал первым каратистом-иностранцем, победившим на престижном чемпионате Японии. Та возможность условий, что такие мектор далилы, та оле, но тема та где андат машин шуш, уграл машин лагутуса, лакар внимание на когда не только со бизнес, что он поддержка харю, а то харбу угртел условий, возможность харю это, але там мы на гушлю шадик дольшту, лерескала. Ahmad Haji Bergstana Moskva Республика, ой, хаздахватан, тен хаз Республика Москва, пархдасели шалер. Еще одним ярким событием периода деятельности Ахмата Хаджи Абдулхамидовича стало возрождение футбола на профессиональном уровне. В 2003 году национальный клуб вышел в первую лигу. Тогда он назывался «Терек». Первый президент Чеченской Республики щедро награждал футболистов, тем самым поднимал мотивацию и стремление к спорту. Сегодня футбольный клуб «Ахмат» выступает в высшей российской премьер-лиге. Спорт доступен каждому населенному пункту, благодаря усилиям нынешнего руководства субъекта во главе с Рамзаном Кадыровым. Турпа Лалита Исумов, Сайтимин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В республике продолжается цикл мероприятий, приуроченных к памяти Ахмата Хаджи Кадырова. На этот раз инициатором выступило региональное отделение Союза женщин России. Встреча объединила представителей власти, общественности и жителей республики. Главной темой стали становление региона и роль первого президента в этом процессе. Слово Медине Мударовой. В школе селения зоны Шатойского района собрались представители администрации горных районов, общественных организаций и женсоветов. Открывая мероприятие, первая заместитель главы администрации Шатойского района Хайда Сулейманова подчеркнула неоценимый вклад Ахмата Хаджи Кадырова в установление мира и развитие региона. Вынох чичуа салюр салдол шхена бехна эйна нахбо кегерчанам хундак дош хердац дела разобщенностер воши клеташ дейцер чулхи замайер халмюрбер эрвал воха лила венха акцаритичи веймах кахил долхал дела вен юш онах чал йолш дюнал долш тагварак вен халхвал лиш. Память о великом сыне чеченского народа, отдавшем жизнь за мир и благополучие республики, бережно хранится в каждом сердце. Своими воспоминаниями об Ахмате Хаджи Кадырове и глубокой благодарностью за его подвиг поделилась председатель чеченского отделения Союза женщин России Сацита Уцеева. Я помню, как мы по его призыву, когда он старался, чтобы и Люртон военчуться по этой речь, как он призывал на площадь людей, и мы как целыми коллективами на автобусах приезжали в его поддержку и очень сильно надеялись на то, что он сумеет остановить, чтобы не было этой войны. Поэтому сегодня мы настолько должны быть благодарны ему. Он просто от чудёхчигар. Он нас вытащил. Путь Ахмата Хаджи Кадырова, его мудрость и дальновидность – это тот фундамент, на котором сегодня строится вся созидательная работа в регионе.
В рамках юбилейного вечера состоялась торжественная церемония награждения за активную общественную деятельность и вклад в развитие горных районов республики. Почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены члены чеченского отделения Союза женщин России. В Союз женщин я попала недавно. Я очень довольна, что я состою в этой организации. Моя деятельность, не такая большая, конечно, это не так много мною сделано. Я стараюсь помогать активно со стороны культурной деятельности. Это проведение каких-то мероприятий культурно-досуговых. Такие мероприятия, как мы провели сегодня, считаю, что они очень важны для нашего подрастающего поколения. Это незабываемые, это памятные даты, где мы активно проводим такие мероприятия. Это в основном для нашей молодежи. Слова благодарности в адрес первого президента Чеченской Республики звучали на протяжении всего вечера. Мы в своей деятельности стараемся постоянно вести эту работу среди молодежи, потому что мы никак не можем забывать его вклад именно становление, возрождение чеченского народа. Поэтому молодежи это все должна знать, помнить и быть благодарными. Праздничный вечер сопровождался яркой концертной программой. Артисты исполнили танцы и песни, посвященные национальному лидеру. Подобные встречи объединяют поколения и служат напоминанием о том, с чего начинался путь к современной и стабильной республике. 75 лет со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Его имя не просто часть истории, это символ возрождения и процветания нашего региона. Каждый социальный объект, каждая дорога и каждый счастливый день в мирной республике – это прямое продолжение его великого пути, ради которого он отдал свою жизнь. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники МВД России продолжают ежегодную акцию ко дню физкультурника. На этот раз ее площадкой стал лагерь «Горный ключ». Вместо привычной зарядки – мастер-класс от профессионала. Цель акции – привлечь молодежь к занятиям спортом и укрепить доверие к органам внутренних дел. Ну а как все это было, узнаем у Ахмеда Рамазанова. Раннее утро в лагере «Горный ключ» выдалось по-особенному бодрым. Едва взошло солнце над горными хребтами, как воспитанники выстроились на плацу. Вместо привычной тишины – ожидание чего-то необычного. И не зря. Зарядку здесь проводит не просто инструктор, а настоящий чемпион мира. Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Акция направлена для поддержания детей, для мотивации детей, которые отдыхают у нас здесь. Также мы добавляем модули по оказанию первой помощи. Ежегодно при поддержке Совета при МВД Чеченской Республики проводятся такие мероприятия, чтобы ребята во время летних каникул проводили свои каникулы более безопасно. Главным героем утра стал трехкратный чемпион мира по рукопашному бою Мансур Гурманаев, инструктор по профессиональной службе и физической подготовке ОМВД России по Ножаюртовскому району. Он лично провел разминку, показав ребятам комплекс упражнений от простых наклонов до спортивных элементов. Очень рад сегодня тут оказаться и провести с детьми, проводить зарядку. Я надеюсь, что это для детей будет большая мотивация идти в плане спорта, развиваться не только в плане спорта, в плане работы. Я надеюсь, что я хоть какую-то дал им мотивацию, чтобы заняться спортом, вести здоровый образ жизни. Ребята старались изо всех сил, повторяя каждое движение чемпиона. После тренировки дети охотно делятся эмоциями. Увидеть вообще Мансура в жизни, трехкратного чемпиона мира. Очень понравились его медали, и я вдохновился, появилась мотивация делать тоже. Я буду стараться изо всех сил. Мансур Бандош. طبعا جندل طونا منصور مسلا تقعد عديلو دو тренировок سياش وقت عوضو ياش وقت قيد تعلو мотивацию يقتلوا الشيء. Акция «Зарядка со стражем порядка» проводится МВД России ежегодно в преддверии Дня физкультурника. Ее главная цель – популяризация здорового образа жизни, развитие интереса к спорту и укрепление доверия между молодежью и сотрудниками органов внутренних дел. Ахмед Рамазанов, Бякхан Абиев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.